Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева, вы на канале Движение за независимость Саха. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Это нужно для того, чтобы алгоритмы Ютуба продвигали наш канал. Так нас увидит больше людей. Так о том, что происходит в республике, узнает больше людей. Сегодня я хотела бы коротко поговорить об идеологии русского мира. Поводом стало вот это видео, где один из идеологов так называемого русского мира, а по сути русского фашизма, Егор Холмогоров рассуждает об ущербности нерусских народов. Ассимиляция, то есть обращение в русскость, это благо. И наоборот, когда там различным этносам говорят: а давайте вы у себя заведете какую-нибудь там, что называется, мелкую этническую идентичность, она не нужна сейчас ни для чего, кроме для раскола России. Потому что она ничего не дает, что называется, ты не переведешь Данте на язык малого народа. У тебя просто не хватит. Даже на коме не сможешь, да. Вот. Конечно, нет. То есть можно, конечно, попытаться, но это будет такое очень тяжелое извращение, что называется. На этом видео Холмогоров с еще одним русским шовинистом Антоном Красовским, который когда-то призывал убивать украинских детей, говорит о том, что все нерусские народы должны стать русскими. Иначе России грозит исчезновение. В доказательство того, что мы, нерусские народы, ущербные, они приводят извечную их любимую фразу о том, что Данте невозможно перевести на другие языки, на языки малых народов Российской Федерации. В этом данном конкретном случае они говорили о языке коми. Таким образом, они убеждают, например, недумающих зрителей, они убеждают в том, что им, зрителям, в основном это русские, скорее всего, смотрят, да, нужна империя, что русский народ – это народ, который образует государство, а все, что в этом государстве есть, принадлежит им, с оккупированными территориями и с порабощенными народами. Думающим людям они еще раз показывают, что они являются настоящими идеологами русского фашизма. Примерно то же самое говорил в свое время Гитлер в первой половине 20-го столетия, когда утверждал, что вся человеческая культура, все достижения искусства, науки и техники – это плоды творчества арийцев. Примерно то же самое, начиная с конца 90-х годов, говорил КГБшник Жириновский. Тогда он призывал отменить графу «национальность» в паспорте, да, когда она еще там была. Он призывал упразднить национальные республики, создав вместо них губернии. Например, вместо Татарстана он призывал создать Казанскую губернию или Уфимскую вместо Башкортостана. А из россиян он призывал сделать что-то вроде американцев, да, единую гражданскую нацию на основе культуры и языка. В общем-то, они это и сделали. Да? Они отменили национальности, а сейчас они идут к воплощению остального плана. То есть хотят соорудить некий конструкт, где Россия, в котором Россия будет единой и неделимой. Возвращаясь к словам Холмогорова по поводу русского языка. Как правильно отметил мой коллега Руслан Габасов, русский язык, в общем-то, да, не является чисто русским, имеет много слов тюркского и монгольского происхождения. Современный русский язык вообще возник, считается, в XIX веке, благодаря стараниям Пушкина. У современного русского языка есть автор, и это Пушкин. Сегодня, в 2023 году, мы пишем смски, посты в социальных сетях и деловые письма на языке Александра Сергеевича. Никто из людей высшего сословия до этого, да, не говорил на русском. Все предпочитали французский. На русском языке разговаривала чернь. Миллионы крепостных русских рабов говорили на русском языке. Сейчас же они, забыв свою историю, говорят о том, что русский язык является языком культуры. Да? Но мы-то знаем, что это не так. Так вот, если раньше к идеям Жириновского относились достаточно настороженно, в 90-е годы она вообще не могла быть воплощена, потому что мы тогда очень мирно согласились остаться в составе федерации. Вот тогда бы, в 90-е годы, идея русского мира, она могла
она была бы поднята на штыки. Они этого боялись. Им и так приходилось воевать с Чечней, принуждать ее остаться в составе федерации. Других подобных фронтов внутри страны империя бы не выдержала, поэтому они шли нам на уступки и соглашались и с изменением статусов автономии, да, переделали в республики, и с нашими национальными конституциями, и с тем, что мы в своих национальных республиках изучаем языки. Они с этим соглашались. Ельцин это прекрасно понимал. С приходом Путина вот эту идею Жириновского оседлали и очень активно ее сейчас продвигают. Особенно вот когда перед ними очень явственно встала угроза распада Федерации Российской. О русскости, о русской идее внутри страны теперь говорят сами чиновники. И Дугин, и Малафеев, и все остальные. Дугин, как мы знаем, сейчас активно работает в сфере образования. В сфере образования среди учителей он продвигает вот эту идею единой и неделимой, идею русского мира. Разрешение на это им дал сам Путин. В статье «Россия. Национальный вопрос» 2012 года он сформулировал как раз-таки понимание русских и России, которое вот сейчас активно тоже реализуется. Что он писал? Да? Русский народ является государствообразующим по факту существования России. Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, всемирной отзывчивостью по определению Федора Достоевского скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар. Скреплять в такой тип государства цивилизации, где нет нацменов, а принцип распознания свой-чужой определяется общей культурой и общими ценностями. Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, носителем которой выступают не только этнические русские, но и все носители такой идентичности, независимо от национальности. Это тот культурный код, который подвергся в последние годы серьезным испытаниям, которые пытались и пытаются взломать. И тем не менее он, безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо питать, укреплять и беречь. Тогда же они приняли поправку в Конституцию, которая закрепляла русских как государствообразующий народ. И тогда они стали подменять понятие «россиянин» понятием «русский». А после полномасштабного вторжения вот эта вот песня шамана «Я русский», да, фактически стала гимном этой страны. Какую реакцию мы наблюдаем среди нашего народа, среди саха? Какую реакцию мы наблюдаем среди нашего политического истеблишмента? Что они на это говорят? В лучшем случае, они молчат. В худшем случае у них реакция, конечно же, положительная. Они согласились с тем, что из школ фактически убрали изучение якутского языка, оставили там какие-то смешные часы. Что-то пытался сказать депутат Жирков, но это было, извините, очень слабо. Да? То же самое можно сказать и про выступление общественника Ивана Шамаева. Тоже очень слабо и тоже не имело отклика в народе. Где все остальные? Почему, например, вот эти вот вечные оппозиционеры, да, как они себя позиционируют, простите за тавтологию, коммунисты, почему они молчат? Вот посмотрите на эту фотографию. Вот они все. Бары сап сахалар, да, как говорится, олар-олар. Онна тугуда гымматтар. Почему? Потому что они все кормятся из Москвы. Поэтому они боятся что-то сказать. Я думаю, что, может быть, половина из них не согласна с тем, что делает Кремль в нашей республике, в наших республиках. Да? Вот это вот настоящие саха. И в будущем мы с ними будем вместе строить республику. Мы с ними попытаемся найти общий язык и найдем его. С остальными, с теми, кто подобно Басылаеву громко заявляет, что он манкурт, общего языка мы не найдем. Вот именно они, обманывая вас на чистом якутском языке, обворовывают вас. Именно они на чистом якутском языке занимаются геноцидом нашего народа. И все они в конечном итоге будут осуждены. Они только внешне похожи на саха, а внутренне они русские. Мы с вами не должны забывать о том, кто мы есть. И всеми силами противостоять ассимиляции.
Мы должны говорить на якутском языке. Мы должны учить детей своих якутскому языку. Мы должны читать на якутском языке. Между прочим, тем, кто не знал, Шекспир переведен на якутский язык, и его можно читать совершенно спокойно, он есть в наших библиотеках. И мы должны помнить о том, что наше будущее не будет связано ни с Россией, ни с русским языком, ни тем более с русским, вот этим вот с идеей русского мира. Вот все в наших руках. На этом все. Всем большое спасибо за внимание. До скорой встречи.